Спаивание и угнетение, да. Об ужасах колониальной политики и так далее. Нет, давай уже в этот раз я уже ерничать так не буду, я уже более серьезно расскажу, потому что шутки шутками, но... То есть люди некоторые не выкупают, что это шутка. У того выпуска были люди, которые не поняли юмор. Вообще все произошло совершенно спонтанно. Я сидел в Твиттере, как и много лет, писал про своего деда. И тут пришли эти украинские бандеровцы и начали сыпать оскорблениями и меня, и деда, и весь народ. И выяснилось, что они вот реально считают, что мы вымираем и спиваемся и все такое. Ну, я психанул, пошел, снял ролик, что сейчас пойду в Якутске, подходить буду к русским людям и спрашивать, вы меня спаивать-то вообще планируете сегодня, нет? Говорит, из навоза фигурки у вас, говорят, на каждом шагу. Вот я говорю, пойду сейчас искать фигурки из навоза. Снял город Якутск. Вечерний, там как раз тепло было. Проспект Ленина новый, отремонтированный снял. И началось. Это все пошло, значит, репоститься по телеграммам, по ВКонтакте, в средствах массовой информации написали. Короче говоря, в Твиттере там вообще безумие началось. Эти украинских там поналетело еще больше. Потом я снял еще один ролик. В комментариях самое главное обвинили, что ты снимаешь город, а в городе-то все хорошо, а вот в деревне там все по-другому. И вот, а я вспомнил, что у меня рояль в кустах, туз в рукаве. Я говорю, у меня 6 улусов я отснял. 6 разных районов. И вот сегодня первый район Намский. Вот давайте посмотрим, значит, что там угнетение, спаивание, деградация, вымирание еще. Смотрите. Ну, давайте я расскажу в формате экскурсии, что мне показалось интересным в Намском районе. Это вот намские старики самовольно установили вот такие транспаранты, но все это понимают и, в общем, никто это не трогает. Хотя, наверное, это нарушает какие-то там законы или что-то, но все относятся с пониманием, с уважением. И... Тем более, что Намцы — это родина пламенного коммуниста, основателя Республики Саха-Якутия Максима Кировича Амосова. Вот как ему сделали памятник на его родине. Это строится какой-то очередной социальный объект. Первым делом я хочу сказать, что в Намцах ничего не добывается. Во всем районе не добывается ничего. Я не буду ничего приукрашивать, буду показывать как есть. Без всяких там специально только хорошее снимать не буду. Это это дальнее село, это не райцентр. Это село Хатырык. Село, деревня. Небольшое село в Намском районе в 100 километрах от города Якутска. И вот здесь вот смотрите, какое общественное пространство построили. Вот здесь историю улуса можно наглядно посмотреть. Вот дети играют. В общем, я туда специально поехал, и мне очень понравилось. Это вот недавно построили. И вот появился вопрос, что означает вот это вот сооружение. Я думаю, что это все-таки пергола, которая должна создавать тень в полдень. Ну, вообще, во всяком случае, вот функционально только так я могу его охарактеризовать. Но в целом мне очень нравится вот этот парк и идея. Кто-то может сказать, что это из дешевых материалов выполнено. И что это? Может быть, качество исполнения не такое, как там где-нибудь в Норвегии или в Финляндии. Но вы же должны понимать, что бюджет села Хатырык, он же не как в Норвегии, не как в Финляндии. Поэтому задача в том, чтобы за самые минимальные деньги из самых дешевых материалов построить что-то архитектурно интересное, уютное, и чтобы детям там и взрослым здесь приятно было находиться. И задача, я считаю, выполнена. Поэтому тут суть в том, что именно должно быть дешево. Дешево, но красиво. Это задача сложная, я бы сказал, невыполнимая, но здесь, я считаю, все сделано с этой точки зрения прекрасно. Это райцентр, село Намцы, новый культурный центр. Он по размеру больше, чем Саха-театр в Якутске. Я там внутри был.
Вот, пожалуйста, логотип компании Алроса, та самая, которая в кавычках высасывает ресурсы из Якутии. Вот крупные компании оплачивают вот такие социальные объекты в селах у нас. Вот для сравнения, сельский клуб, который вот здесь был раньше, куда я ходил на дискотеку. Рядом с культурным центром тут 5 общественных пространств, целый парк. Все сделано из недорогих материалов. Ну, как видите, что дизайн вполне себе современный. Сделано все добротно. Дети там играют. Ну, население очень довольно. У меня там живут родственники в Намцах, и я сам там, брат мне мой двоюродный помогал. Вот больница, тоже новое здание, очень большое. Ну, мне очень нравится, я вот в эти все улицы знаю, я здесь был, вот. И, конечно, облик намцев меняется очень сильно. Ну, еще я бы хотел отметить, что очень чисто, ничего нигде не валяется. Нет там каких-то кучи мусора, там стройматериалов там или чего-то. Вот. Могу сказать, что намцы в этом плане очень комфортное место. Отдельно хочется показать вам вот эту красоту Тюгюльге, где СЭХ проводится. Посмотрите, как из бересты сделали урасу из настоящей бересты. Все по традициям. Вот за это отдельный респект, скажем так. Вот этот Аллукмас, такой красоты я, наверное, нигде не видел. Хотя, если вы знаете улусы, где лучше это сделано, напишите мне, пожалуйста. Вот. Ну, в целом, я вот хочу вам показать, как обустраивается место для СЭХа в современном якутском селе. Потому что нас смотрят еще люди из России, там, из других стран. Это для национального праздника здесь как сделано. А это мой отец, он в Намцах вырос, и вот его здесь выставили. Ну, здесь работают все крупные компании с недавних времен, и любые товары любого ассортимента доступны жителям села. Есть общепит очень приличный, несколько кафе. В магазинах вот, одного только оливкового масла, вот смотрите, сколько сортов продается. Вот, разнообразие ничем не хуже, чем в Якутске. Цены даже ниже. А вот так намцы выглядели в моем детстве. Конечно, при желании можно сейчас наснимать таких всяких заброшенных зданий и так далее, что и делают некоторые. Но чтобы вы понимали, какие изменения произошли за эти годы. Смотрите мои следующие серии. В других сериях я буду освещать другие аспекты сельской жизни Якутии.